Я скажу вот что. У нас дома был приемник, радиоприемник на той час. Ну, это ж было и патефон, и приемник. Так можете представить, что это такое навесца. Люди військові, які служили у царській армії у свій час, поверталися, так у їх у пам'яті засталося царське військо, кормили добро, гречка и сало, ну и так далее, и так далее. Вот. А коли уже граница стала, и мы стали под Польшей, так поляки осветляли Россию такой, якой она была после революции на самой справе. А військові люди у это верить не хотели, ніяким чином. Ну, кажут, что во, дают податки, куриные яйца збирають на податки, масло дают, а мужики зберутся и кажут, что брешут поляки. Россия богатая, это они бедные. По субботам, чу неделю, коли был час, мама выходила на ганок, збирались односельчане, и мама им рассказывала то, что она чула по радио. Які там репресії, яка там дежовщина, як там все робиться. Люди уважили, слухали, отходили и казали, Вовчиха продалась полякам. Это быть не может. Ну, позднее они уже все это отрымали по полной мере. Ну, так вот, так люди кажут, Вовчиха бреша у России такая богатая, этого быть не могло. И самая такая, ну, грамотная, разумная молодь, 20 хлопцев, собрались, сговорились и пошли в Россию. Так вот, от того поляки нас и читали бандиты. Вот пошли в Россию до коммунистов. Но они шли с щирым жаданием улиться в это громадство, но с них никто не вернулся. Один человек прислал некий лист маленький, больше никто ничего про их не чул. Люди чекали вызволения от поляков. В каком смысле? Вот им, как землю дали больше. Разбогатеть каждый хотел. Треба земля, хлеб треба. И коли в 1939 году пришли вызволенцы, то вёска вся взбодораженная была, все пригожие оделись, женщины повязали пригожие фартухи, наклали масло, сало, что в хате было, и все поперлись на гостиницу, на ту дорогу, что я казала, что мостили. Там и шла Красная Армия. До их отнеслись настороженно. Ничего это от них не брали, боялись, может, отрученное. А масло вот такими блочками робилось, это ногу неведомо что. И эта армия была настолько бедная, что мужчины за головы брались. Матушка Россия, эткая богатая, а что же это за освободители? Ну вы не... Ну что, вопротком, это буденовки, это долгие шнели, обмотки на ногах, настороженность некая, кони, упряжка, без этих лейцев, на никаких веровочках. Ну, словом, на господаров зробила это жах. Усім заняло глотку. Вот.